Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэрперов. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию поздравления в адрес президента Республики Таджикистан по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. По случаю празднования Дня государственной независимости от имени руководителей международных партнеров нашей в адрес основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, поступили поздравительные послания и телеграммы, в которых с выражением высокого уважения к главе нашего государства и добрыми пожеланиями народу Таджикистана в том числе приведено. Господин Эмомали Рахмон, уважаемый президент Республики Таджикистан, примите мои сердечные поздравления по случаю годовщины Дня независимости дружественной, братской и языковой общности страны Республики Таджикистан. Вопросы развития отношений и сотрудничества со странами региона, особенно с Республикой Таджикистан, находятся во главе повестки внешней политики 14-го государства Исламской Республики Иран. Уверен, что наши связи, основанные на взаимном уважении, еще больше, чем раньше, будут развиваться и укрепляться во благо двух народов. Желаю от Всевышнего его превосходительству здоровья и успехов, а дорогому народу Республики Таджикистан продолжения развития и прогресса. Масуд Пезешкиян, президент Исламской Республики Иран. Уважаемый президент, мой дорогой друг, лично от себя и от имени моей нации от всего сердца поздравляю его превосходительство и дружный народ Таджикистана по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Прочные отношения двух стран основаны на фундаменте исторических и культурных связей наших народов, и мы рассматриваем Таджикистан в качестве давнего друга и важного партнера в Центральной Азии. Убеждены, что тесные дружеские отношения между двумя странами, исчерпывающие энергию из общих ценностей, совместными усилиями будут процветать еще больше, охватывая новые грани и направления. Пользуясь случаем, направляю свои наилучшие пожелания здоровья и счастья его превосходительству, а народу Таджикистана прогресса и благополучия. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики. Ваше превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, для меня большая честь и удовольствие выразить вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня государственной независимости Республики Таджикистан. Желаю вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а также правительству и дружному народу Республики Таджикистан дальнейшего прогресса и процветания. Примите мои искренние поздравления и признательность. Шейх Мухаммад бин Заид Аль-Нахян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Ваше превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, хотел бы выразить свои искренние приветствия и добрые пожелания его превосходительству и дружному народу Республики Таджикистан по случаю празднования Дня государственной независимости. Египет весьма дорожит своими добрыми отношениями с Таджикистаном, которые развивались в течение многих лет. Полностью уверен, что мы посредством совместной работы можем укрепить нашу постоянную координацию и вывести наши двусторонние связи на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах во благо наших стран. Пользуясь возможностью, желаю его превосходительству здоровья, счастья и возрастающих успехов дружному таджикскому народу, дальнейшего прогресса и процветания. Абдул-Фатах Ас-Сиси, президент Арабской Республики Египет. Ваше превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, с большим удовольствием от имени Федерального совета Швейцарии и народа Швейцарии направляю вам и гражданам Таджикистана наши теплые и искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Я также выражаю свои наилучшие пожелания успешного будущего вашей страны и ее граждан. Уважение международного права, прав человека и общечеловеческих принципов, закрепленных в Уставе ООН, остаются нашими наилучшими ориентиром на пути устремления к планетарному миру и процветанию. Отрадно, что две наши страны продолжают придерживаться таких добрых отношений. И уверен, что мы сможем развивать и углублять их в последующих годах.
Швейцария высоко оценивает сотрудничество в финансовых структурах Бреттон-Вудса и благодарит органы Таджикистана за проведение заседания избирательных округов в городе Душанбе в июле текущего года. Я также хотел бы выразить вам признательность за поздравительное послание по случаю Национального дня Швейцарии. Прошу принять, ваше превосходительство, мои уверения в весьма высоком к вам уважении. Госпожа Виола Амхерт, президент Швейцарской конфедерации. Уважаемый господин президент, от имени граждан Республики Сербия и от себя лично направляю вам сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан с наилучшими пожеланиями процветания вашей страны и благополучия ее граждан. Я уверен в том, что, опираясь на традиционные дружные отношения, будем способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Республикой Сербия и Республикой Таджикистан во всех областях, представляющих взаимный интерес. Пользуясь случаем, выразить признательность за принципиальную поддержку Республики Таджикистан сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, подтверждающую приверженность вашей страны основам международного права и искренним дружеским отношениям между нашими двумя странами. Примите, уважаемый господин президент, уверения в моем особом уважении. Президент Республики Сербия Александр Вучич. Господин президент, по случаю 33-летней годовщины провозглашения независимости Республики Таджикистан хочу обратиться к таджикскому народу и лично к вам с поздравлениями и пожеланиями мира и процветания. Выражаю убежденность, что отношения между Румынией и Таджикистаном будут и дальше развиваться на общее благо наших народов. Я также заверяю вас, что Румыния полностью поддерживает развитие сотрудничества между Европейским Союзом и Республикой Таджикистан в целях содействия устойчивому развитию, расширению проектов, представляющих взаимный интерес в сфере коммуникаций и укрепления региональной стабильности. Прошу вас, господин президент, принять уверение в моем весьма высоком уважении. Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис. Ваше превосходительство Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан. В условиях, когда Республика Таджикистан отмечает 33-ю годовщину своей независимости, имею честь выразить вам и народу Таджикистана свои искренние поздравления. Ваша руководящая роль в формировании будущего, вселяющая надежду будущего, в котором под тенью единства и солидарности находит воплощение чаяния народа Таджикистана, является судьбоносной. В этот радостный день хотел бы выразить удовлетворение узами дружбы и сотрудничества, которые связывают две нации. Пусть эти связи и впредь развиваются, содействуя укреплению солидарности наших народов в соответствии с их совместными интересами. Позвольте также пожелать вам, ваше превосходительство, доброго здоровья, а народу Республики Таджикистан, развития и вечного процветания. Прошу принять мои уверения в самом высоком уважении. Султан Ибрагим, король Малайзии. Ваше превосходительство, Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан. Пользуясь возможностью, выражаю вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Желаю вам крепкого здоровья, а народу Таджикистана прогресса и процветания. За 3 последних десятилетия дружеские отношения Таиланда и Республики Таджикистан, имея реальную основу и потенциал, особо в сфере экономики сотрудничества, укрепились. Полностью уверен, что благодаря поддержке его превосходительства и взаимным обязательствам мы еще больше расширим и углубим различные сферы сотрудничества, в том числе в областях взаимной торговли, инвестиций и технической сфере, в интересах наших стран и народов. Король Таиланда Маха Ваджиралунгкорн. Поздравительные телеграммы также губернатора Канады госпожи Мэри Мэй Саймона, султана Брунея Дарусалама Хасанал Балкиях, президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Тебуна, президента государства Палестины Махмуд Аббаса, капитан регентов, руководителей Республики Сан-Марино Александр Росси
Милена Гасперони, шейха Мансура бин Заида Аль-Нахаяна, вице-президента, заместителя премьер-министра, руководителя администрации президента Объединенных Арабских Эмиратов, генерального секретаря Евразес Бакиджана Сагентаева. Поздравительные послания и телеграммы в адрес лидера нации также продолжают поступать. «8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Вашский район и в селении Ошоба ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Рахшона, которое наладило разведение рыбы в суперинтенсивных водоемах. 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Вашский район и в селении Ошоба ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Рахшона, которое наладило разведение рыбы в суперинтенсивных водоемах. Было отмечено, что с 2018 года в селе Ошоба Ашского района при поддержке правительства страны, в частности при предоставлении льгот и послаблений, учредители общества с ограниченной ответственностью Рахшона организовали 22 рыбоводческих водоема на площади более 70 гектаров несельскохозяйственных земель. В настоящее время в этих водоемах выращивается более 300 тысяч рыб, таких как белый амур, толстолобик и сазан. Принятая мера является одним из важных шагов по реализации государственной программы развития рыбоводства, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и внутреннего рынка собственной продукции. Хозяйственники компании с целью развития отрасли и обеспечения внутреннего рынка диетическим мясом в этом районе впервые наладили выращивание рыбы в суперинтенсивных водоемах. Такой способ налаживания рыбоводства приносит больше пользы хозяйственникам, так как на одном гектаре суперинтенсивного водоема имеется возможность выращивать более 10 тысяч рыб. В обычном пруду на той же площади можно разводить всего 2500 рыб. Общая площадь суперинтенсивных водоемов рыбоводческого хозяйства Рахшона составляет 10 гектаров. В настоящее время на этой площади выращивается более 100 тысяч рыб. Ожидается хороший результат. Доходы от продажи рыбы являются способом обогащения бюджетов хозяйств и улучшения социально-экономических условий работников отрасли. За 2019-2023 годы работники хозяйства произвели 1200 тонн мяса рыбы. В текущем году с принятием необходимых мер объем производства рыбы будет доведен до 600 тонн. Следует отметить, что в Таджикистане по инициативе президента страны принята и реализуется государственная программа развития рыбоводства. В ходе ознакомления с деятельностью рыбоводческого хозяйства компании Рахшона было сообщено, что в будущем в этой благоприятной с точки зрения климата местности Ашского района будет построен цех по упаковке рыбы. Созданием цеха по упаковке рыбы будет привлечено несколько местных жителей. На рынок в основном предлагается готовая продукция. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные указания и поручения руководству Сагдийской области и Ашского района по дальнейшему развитию отрасли рыбоводства, которая является одним из самых прибыльных секторов национальной экономики. Ответственные лица компании отметили, что водоемы для разведения рыб также подготовлены к развитию рыболовного туризма с соответствующим обслуживанием. На территории общества с ограниченной ответственностью Рахшона, кроме рыбоводческих водоемов, имеется более 1000 гектаров пахотных земель и более 150 гектаров садов шиповника, абрикосов, айвы, винограда и гранатов. В течение 2018-2024 годов в местечке Хавтепа, селения Ошоба Ашского района, было освоено 160 гектаров неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земель и пастбищ. Ежегодно за счет выращивания хлопчатника, пшеницы, а также кормов для животных повышаются доходы земледельцев. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Вашском районе после реконструкции сдал в эксплуатацию птицеводческое предприятие и животноводческую ферму общества с ограниченной ответственностью Рахшона в сельском джамате Ошоба. 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Вашском районе после реконструкции сдал в эксплуатацию птицеводческое предприятие и животноводческую ферму общества с ограниченной ответственностью Рахшона в сельском джамате Ошоба.
Предприятие построено местным предпринимателем Манзурали Мамаджоновым. Работы по реконструкции и восстановлению этих двух объектов были начаты в январе 2024 года и завершены с высоким качеством и в намеченные сроки строительной компанией «Рахшона». Общая площадь предприятия составляет 86 808 квадратных метров. После ознакомления с условиями и возможностями объекта глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что на предприятии налажено выращивание бройлерных кур на мясо. Условия содержания птиц отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и безопасности продуктов. Для реконструкции и оснащения предприятия современным оборудованием затрачен 1 853 000 самани. Необходимое оборудование было закуплено в Китайской Народной Республике. Методы выращивания птиц на предприятии, в том числе по обеспечению водой и питанием в определенные времена, опираются на современный опыт, что полезно с нескольких точек зрения. В том числе это способствует экономии времени, уменьшению потерь пищи для кур и ее безопасности. Налаживание такого метода работы с использованием современного оборудования облегчает работу и повышает питательность продукции. До сегодняшнего дня на предприятии содержится более 40 000 голов птиц. Поэтапно отправляются на мясо в компанию «Далерон». Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал поручение ответственным лицам по эффективному использованию условий на предприятии и продолжению в будущем таких созидательных работ. На предприятии содержится крупный рогатый молочный скот. Ежедневно около 200 литров молока передается на предприятие общества по переработке. Скот, содержащий на этой ферме таджикской пестрой породы коровы, имеет вес до 450 килограммов. На предприятии для правильного содержания скота созданы хорошие условия. Со сдачей в эксплуатацию предприятия более 20 местных жителей и специалистов обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой. Ежедневно с использованием продукции предприятия производится каймак, джургот, желтое масло. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления и беседы с ответственными лицами отметил, что с ростом потребностей жителей на мясные продукты создание таких ферм в городах и районах страны является важным и своевременным делом. Этот фактор оказывает положительное влияние на устойчивость национальной экономики, обеспечение населения диетической продукцией и широкий доступ к ней. Поэтому с целью развития сферы животноводства и птицеводства в стране осуществляются важные меры, а предприниматели, которые вносят вклад в развитие сферы, всесторонне поддерживаются. В будущем общество планирует на территории предприятия построить новые здания для птицеводческой фабрики и увеличение производства куриного мяса, внесение вклада в обеспечение жителей постоянными рабочими местами. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Сагдийской области в Вашском районе ознакомился с деятельностью дахканского хозяйства Абдуджабор. 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Сагдийской области в Вашском районе ознакомился с деятельностью дихканского хозяйства Абдуджабор. Дихканское хозяйство Абдуджабор построено на площади 7,43 гектара. Из них 3,43 гектара составляют абрикосовые деревья сортов Мирсанджали, Каду-Хурмон и Бобои. Также на площади 4 гектара высажено 2660 черешневых деревьев сортов Диликафтар, Волевой, а также скинин, завезенных из-за рубежа и выращиваемых интенсивным методом. В настоящее время в хозяйстве постоянно работой заняты 15 местных жителей, еще 50 человек привлекаются к полевым работам в сезон сбора урожая. Следует отметить, что хозяйство осуществляет капельное орошение земель, что позволяет снизить чрезмерные расходы на воду, высокие затраты на рабочую силу и минеральные удобрения, а также защитить почву от засоления. Глава государства был проинформирован о том, что емкость водосборного бассейна хозяйства составляет 1550 кубов. С помощью электрических насосных станций он заполняется 2 вертикальными колодцами и речной водой в течение 10 часов. С его помощью можно орошать 10 гектаров земли в течение 3 часов. Отдельная точка электроснабжения будет способствовать более эффективному налаживанию работы. Для своевременного и эффективного использования земли акционеры наладили обработку земли между рядами деревьев. С целью укрепления почвы, а также получения желаемого урожая на первом севе был посеян и собран корм рапсового типа для домашних животных.
В настоящее время при повторном севе налажено выращивание арбузов, дынь, моша, фасоли, болгарского перца, репы, базилика и других видов овощей. Хозяйственники получают значительный урожай, применяя передовой опыт при соблюдении агротехнических правил. После посещения и ознакомления президент страны осмотрел здесь выставку народных ремесел, качественной и экологически чистой продукции дихканских и отдельных хозяйств на территории района. На выставке трудящиеся представили свои работы в различных формах. Напомним, что Ашский район с хорошими географическими возможностями, а также подходящей погодой благоприятен для выращивания всех видов абрикосов, а в дихканских хозяйствах на территории района выращиваются различные его виды. Сочные абрикосы этого региона пользуются большим спросом на мировом рынке. На сегодняшней выставке они были представлены в свежем, сушеном, консервированном, а также в другом виде. В другой части выставки были представлены изделия рук кузнецов, умение выпекать лепешки и ряд народных ремесел, свидетельствующих о развитии мастерства в этом отдаленном районе. Глава государства в ходе ознакомления с достижениями хозяйственников высоко оценил их значительную деятельность и дал конкретные указания и поручения по более эффективному использованию земли, что является гарантом продовольственной безопасности и весьма своевременно в нынешних условиях. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в продолжении своей рабочей поездки в Ашском районе дал официальный старт деятельности предельного предприятия общества с ограниченной ответственностью Сануати Ашт. 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в продолжении своей рабочей поездки в Ашский район дал официальный старт деятельности предельного предприятия общества с ограниченной ответственностью Сануати Ашт. Предельное предприятие является первым предприятием компании Сануати Ашт, созданным при участии отечественных предпринимателей Зайна Лобедина Махсуджонова и Манзурали Мамаджонова с целью переработки хлопкового волокна, производства полуфабрикатов и организации рабочих мест. Учреждение и деятельность новых цехов и предприятий играет важную роль в увеличении объема промышленной продукции, развитии национальной экономики, решении социальных проблем, в том числе создания новых рабочих мест. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что предельное предприятие создано на сумму 64 миллиона самани внутреннего капитала путем строительства производственных объектов и инфраструктуры легкой промышленности, импорта и установки современного оборудования. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил инициативу предпринимателей и специалистов компании Сануати Ашт по созданию этих промышленных предприятий. Это является достойным вкладом в реализацию 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны и достойной встречи 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. На созданном предприятии налажена переработка хлопчатобумажного волокна и производство пряжи по передовым технологиям. Технологическое оборудование производства итальянской компании «Рифа» импортировано из Китайской Народной Республики, что является новой технологией отрасли. Годовая производственная мощность предприятия составляет переработку более 5000 тонн хлопкового волокна и производство из него пряжи. Благодаря деятельности предельной фабрики постоянной высокооплачиваемой работой обеспечено более 350 жителей селения Ашского района, большинство рабочих и специалистов – женщины и девушки. Переработка хлопкового волокна, производство полуфабрикатов и конечной продукции является одним из приоритетных направлений экономической политики правительства страны и важным сектором стратегической цели ускоренной индустриализации Таджикистана. Производство предельной ткацкой и конечной швейной продукции является фактором увеличения объема валовой продукции легкой промышленности и приносит пользу национальной экономике. В Ашском районе Сагдийской области были проведены мероприятия по реализации программ правительства страны по развитию хлопководства. В последние годы объем производства хлопка увеличился. Годовое производство хлопка в районе достигло 15-16 тысяч тонн, а хлопкового волокна более 6 тысяч тонн. Ашский район Сагдийской области считается развитым аграрно-промышленным районом.
При постоянном внимании президента Республики Таджикистан и правительства страны Ашский район в годы независимости развивается, для дальнейшего развития в районе увеличиваются возможности и потенциал. На основе государственных программ и инициатив предпринимателей и инвесторов в районе разрабатываются и реализуются новые проекты. Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, были представлены 5 проектов развития Ашского района. Инвестиционные проекты реализуются по инициативе отечественных предпринимателей и специалистов в сфере промышленности. Общество с ограниченной ответственностью Сануати Аш на основе торгово-производственных планов строит 4 новых предприятия и цеха. На предельном предприятии будут созданы ткацкие и красильные цеха, что позволит создать полный процесс переработки хлопчатобумажного волокна в компании Сануати Аш и внести свой вклад в реализацию экономической политики правительства страны по увеличению объемов переработки хлопчатобумажного волокна внутри страны и производства конечной продукции из хлопкового волокна. Реализация еще 2 проектов строительства завода по производству асфальта и цеха по производству пластиковых ящиков позволит создать в Ашском районе новое направление промышленности и обеспечить потребности экономики района продукцией этих цехов. Потому что в Ашском районе производство горячего асфальта в настоящее время отсутствует. Также весьма высок спрос на пластиковые ящики для свежих и высушенных фруктов. В Ашском районе площадь садов достигла 18 тысяч гектаров, а плоды садов района, особенно свежие и сушеные абрикосы, входят в число крупных экспортных мощностей. Компании Шарбати Аш был представлен проект строительства завода по упаковке и переработке абрикосов производительностью 1000 литров абрикосового сока в час, упаковки 20 тонн свежих абрикосов в одну смену и 10 тонн высушенных фруктов в одну смену. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с проектами объектов промышленных предприятий и цехов, достойным образом оценил инициативу отечественных предпринимателей. Строительство всех этих 5 предприятий и цехов начнется в 2025 году, а эти проекты будут реализованы в течение 2025-2027 годов, что является ценным вкладом предпринимателей и инвесторов. В реализацию этих проектов будет вложено более 100 миллионов сомани внутреннего капитала отечественных предпринимателей. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что инициативы предпринимателей по реализации проектов строительства промышленных предприятий и цехов заложат реальную основу для дальнейшего развития и прогресса Ашского района. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в комплексе производственных предприятий компании Сануати Аш сдал в эксплуатацию швейное и чулочно-носочное предприятие и обувной цех. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в комплексе производственных предприятий компании Сануати Аш сдал в эксплуатацию швейное и чулочно-носочное предприятие и обувной цех. Отечественные предприниматели и специалисты компании Сануати Аш создали в селе Гульшан швейное и чулочно-носочное предприятие и обувной цех. Эти производственные предприятия и цеха вместе с предельным предприятием являются основой развивающегося промышленного комплекса. Инициатива была оценена как ценный вклад в развитие промышленности в сельской местности по случаю объявления 2022-2026 годов годами развития промышленности. Было сообщено, что швейная фабрика создана с установкой 33 современных станков. На предприятии созданы рабочие места для 35 местных женщин и девушек. На предприятии производится ряд швейных изделий, таких как женская, школьная, специальная, а также спортивная одежда. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления со швейным предприятием провел беседу с рабочими и поручил ответственным лицам и специалистам предприятия увеличить объем производства швейной продукции и за счет доходности повысить заработную плату рабочим. Женщины и девушки предприятия выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за создание таких условий и проявление о них заботы. Чулочно-носочное предприятие является первым в регионе, создано завозом и установкой 100 единиц станков. Станки работают в автоматическом режиме и обладают высокой производительностью. На 100 станках в сутки в 2 рабочие смены производится 20 тысяч пар носков. Годовой объем производства носков на созданном предприятии общества с ограниченной ответственностью Сануати Аш составляет более 6 миллионов пар.
Для изготовления носков используются 4 вида пряжи 4 цветов в качестве основы, а орнаменты носков изготавливаются из 6 цветов пряжи. Производство носков состоит из 5 технологических этапов – вязание, вышивка, глажка, маркировка и упаковка. Носки в соответствии со стандартами и качеством предлагаются покупателям под торговой маркой «Сануати Ашт» производства Республики Таджикистан. На производстве носков в одну смену высокооплачиваемой работой обеспечено 50 человек, а работниками в основном являются местные женщины и девушки. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданным предприятием, беседы с предпринимателями, специалистами и рабочими, дал указание уделять особое внимание качеству и стандартам продукции и в дальнейшем увеличить объемы производства. Созданием и деятельностью обувного цеха компания «Сануати Ашт» вносит свой вклад в обеспечение потребностей населения обувью собственного производства. Цех осуществляет деятельность с импортом и установкой комплекса обувного оборудования, а именно станков по пошиву и формовке, обработке обуви, раскройке и шлифовке кожи. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, во дворе производственного комплекса посетил выставку продукции предприятий и цехов компании «Сануати Ашт». Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Вашском районе провел теплую и искреннюю встречу со 100 детьми-сиротами из городов и районов Сагдийской области и вручил им праздничные подарки. – 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в города и районы Сагдийской области после открытия предельной фабрики общества с ограниченной ответственностью «Сануати Ашт» здесь же провел теплую и искреннюю встречу со 100 детьми-сиротами из городов и районов Сагдийской области и вручил им праздничные подарки. Подарки лидера нации состоят из одежды, учебных пособий и денежных средств. Как было сообщено, на сегодняшний день в Сагдийской области зарегистрирован 321 ребенок, круглая сирота, из которых 173 составляют девочки. Президент Республики Таджикистан в ходе своего выступления поздравил детей-сирот по случаю празднования 33-й годовщины государственной независимости и напомнил о постоянной поддержке правительства страны детей-сирот. Было подчеркнуто, что правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости осуществляет важные меры для поддержки и обучения детей и подростков, которые волей судьбы осиротели. Делается все для того, чтобы они нашли свой жизненный путь, стали опытными специалистами и вносили вклад в развитие важных сфер национальной экономики и благоустройства Родины. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе теплой беседы напутствовал детей на изучение наук, получение современных знаний, изучение языков, освоение ремесел и профессий, любить Родину и почитать национальные ценности. Дети и подростки искренне поблагодарили главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, за отеческую заботу и дали слово, что окончат школу с хорошими и отличными оценками. В будущем, как специалисты, будут вносить свой значительный вклад в развитие независимого Таджикистана. Чтобы обрадовать детей-сирот, также был разослан праздничный дастархан с множеством вкусных яств. Представлена красочная культурная программа. Действительно, дети-сироты окружены особой заботой главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Уделяется постоянное внимание созданию хороших условий для их учебы и воспитания, направления в будущем на самостоятельную жизнь. Сегодня, 8 сентября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Вашском районе Сагдийской области провел встречу с руководителями и активистами области. 8 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Вашском районе Сагдийской области провел встречу с руководителями и активистами области. В начале глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил участников встречи с наступлением праздника государственной независимости Республики Таджикистан. В ходе своего выступления президент страны проанализировал результаты социально-экономического развития Ашского района и дал конкретные указания и поручения по проведению
созидательных работ для достойной встречи 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и реализации созидательных целей правительства Республики Таджикистан. Было подчеркнуто, что за последние 3 года в районе построено и сдано в эксплуатацию 850 объектов на общую сумму более 160 миллионов самани. Лидер нации особо подчеркнул вклад народа, в том числе патриотически настроенных предпринимателей Ашского района, в поддержку созидательной политики правительства страны, отметив, что только за последние 5 лет предпринимателями района введено в эксплуатацию 20 новых промышленных предприятий, на которых более 1000 жителей района обеспечены новыми рабочими местами, улучшены условия их жизни. Была дана высокая оценка образцовому опыту земледельцев Ашского района в использовании засоленных почв и создании садов шиповника. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию построенных предприятий приведет к продуктивной занятости женщин и девушек этого отдаленного района страны. Указав на образцовые показатели экономического и социального развития Ашского района и созидательные действия его лидирующих предпринимателей, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил искреннюю признательность всем тем, кто внес значительный вклад в эти работы. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высказался о ситуации в сфере промышленности, развитие которой является одной из главных целей страны, и отметил, что за 7 месяцев текущего года на территории Сагдийской области введено в эксплуатацию более 100 новых промышленных предприятий, большинство из которых относятся к перерабатывающей промышленности. По мнению президента страны, направление достижения цели ускоренной индустриализации и обеспечения продуктивной занятости в области по-прежнему весьма велики неиспользованные возможности и ресурсы. После анализа ситуации в сфере промышленности и сельского хозяйства глава государства поручил исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов страны, Министерством промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и другим соответствующим министерствам и ведомствам принять все необходимые меры для развития отрасли, в том числе повышения эффективности сельскохозяйственной сферы. С учетом сложной и уязвимой ситуации в мировом сообществе лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам эффективно использовать воду и землю, всеми средствами обеспечивать продовольственную безопасность в стране. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также проанализировал состояние восстановления сетей водоснабжения, содержания дорог и развития энергетического сектора, дал конкретные указания и поручения руководства городов и районов области, соответствующих министерств и ведомств по развитию этих отраслей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководителям и ответственным лицам области в сотрудничестве с правоохранительными органами и широким привлечением структур образования, работы с молодежью, женщинами, родителями и активистами поселковых и сельских джамуатов регулярно принимать меры по предупреждению преступности, особенно среди подростков и молодежи. В завершение выступления президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз поздравил участников встречи с 33-й годовщиной государственной независимости Республики Таджикистан и выразил уверенность, что трудолюбивые жители городов и районов Сагдийской области и впредь будут прилагать достойные усилия для реализации созидательных целей. После выступления президента страны на встрече с руководителями и активистами Сагдийской области выступили жители Ашского района: Фируза Мирахмадова, учительница, Зайнал-Лобедин Максуджонов, предприниматель, Зафар Ахмад, ветеран сферы спорта, и Мухаммад Халилов, ветеран сферы образования. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.